прологе мы хотим показать становление ингушского общества, ингушского народа, историю, вехи развития нашего общества. Территория главного исторического торжества в Сунже реконструирует стадион, на котором запланировано мероприятие к годовщине единения Ингушетии с Россией. Если кто-то из вас ущемлен, получил зарплату незаслуженно меньше, я вас попрошу по одному подняться, просто открыто, честно, прозрачно в этом признаться. Поступила жалоба. Врачи обделяют. Сколько заплатили тем, кто с ковидом на «ты». Реальность или поклеп? Разберемся. Кто еще не успел? Время поджимает. ЕГЭ 2020 стартовал дополнительный период сдачи экзаменов. Подрядчик планировал сдать объект досрочно. Правда, этим планам помешала пандемия. Тем не менее, Альма-Матер, рассчитанная на 720 мест, сможет принять своих учеников уже в декабре. Нацпроект образования в действии. В Насыр-Корте строят школу на 720 мест. Полшага вперед. Измайлов уже на своей дистанции начинает, конечно, бить. Профессионалы ринга готовятся к турниру в Минске. Ожидания и планы боксеров в нашем выпуске. Здравствуйте, это новости 24. В Сунже реконструируют стадион. Обновленная арена станет площадкой проведения большого праздника к юбилейной годовщине добровольного вхождения Ингушетии в состав России. В этом году, напомню, историческому событию исполнится 250 лет. О переменах на спортивном объекте подробно расскажет Тамара Хашагульгова. По-спортивному быстро и весело. Именно так проходят работы по реконструкции главного стадиона Сунжи. Пока, конечно, еще сложно до конца представить, как будет выглядеть готовый стадион. Но, как говорит Висхий Цуздоев, многие приятно удивятся, когда увидят готовый объект. Висхий крановщик со стажем. Сейчас он как раз занимается установкой 4 специальных мачт. И не только. На этом объекте я работаю 2 месяца. Производим всякие погрузочные, разгрузочные работы. И вот плиты монтируем. Работать строители, а это порядка 30 человек, начали еще 2 месяца назад. Сейчас они заняты реконструкцией вип-ложи для гостей, административного здания с раздевалками и душевыми, а еще установкой специальных сидений на зрительской трибуне вместо старых дощатых. Производится монтаж тротуарной плитки. Это вот входная группа. Как вы видите, значит, идет восстановление вот этих архитектурных форм. Дальше, значит, сейчас вы видите траншеи, здесь прокладываются новые кабеля ко всем осветительным конструкциям. Таким образом, значит, здание уже, оно практически административно готово, там остались небольшие виды работ внутри. Здесь, как вы видите, дорожные работы производятся, то есть организация этой стоянки. Это первая глобальная реконструкция спортивного объекта, которая стала возможна благодаря местному меценату, построенный еще в 60-е годы прошлого столетия. Последний раз стадион реконструировался лет 20 назад, если не больше, говорят строители. Исторический фасад практически не поменяется, однако дополнением станет навес для зрительской трибуны. Трибуна, как вы видите, сделана, она сама трибуна. Не смонтированы вот эти сидушки, сиденья. Но это будет сделано в последнюю очередь, когда будет сделан навес. Основная работа, затратная часть всех этих работ, это вот этот навес над трибуной. После глобального апгрейда стадион будет не узнать. Несколько беговых дорожек, волейбольные и баскетбольные площадки, трибуна на 2800 мест и даже удобная парковка. В общем, все ради удобства как самих футболистов. До реконструкции здесь занимались ребята из школы Магомеда Аздоева и Академии Хамхи, так и зрителей, конечно. Здесь схематически обозначена волейбольная площадка, баскетбольная площадка, место тренажеров. Завершить основной фронт работ планируют уже 20 августа. Предполагается, что именно Сунжинский стадион станет местом главных торжеств, приуроченных к 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России, которые были перенесены из-за эпидемии коронавируса. По словам организаторов, репетиции должны начаться уже к концу августа. Концерт состоит из 2 частей. Первая часть – это пролог. В прологе мы хотим показать становление ингушского общества, ингушского народа, историю, вехи развития нашего общества, подписание договора и настоящее время.
Во второй части будет концерт, в котором примут участие ведущие артисты нашей республики, приглашенные артисты из регионов Северо-Кавказского региона и артисты из Российской Федерации. Именно после торжественных репетиций строители планируют приступить к следующему, завершающему этапу реконструкции – замене старого газонового покрытия на поле. Поэтому окончательная сдача объекта запланирована осенью. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. 5394 новых случаев заболевания за сутки по России. Таковы данные Оперштаба. Всего, по официальным данным в стране, число больных составляет 856 264. Выздоровели 653 593. В Ингушетии зафиксировано еще 15 новых случаев за сутки. Всего, по данным Оперштаба, в регионе зарегистрированных случаев 3744. Победили болезнь 2988. В тяжелом состоянии сейчас находится 22 пациента, 2 из них на ИВЛ. В сети интернет появилось анонимное обращение к главе Ингушетии от санитарок и медперсонала красной зоны Назрановской районной больницы. Они якобы получили заработную плату и отпускные меньше, чем положено. На место выехала представитель Минздрава региона, а также Светлана Томова. Она разбиралась в этой непростой ситуации. Замминистра здравоохранения зачитывает перед собравшимися анонимное обращение якобы от медперсонала красной зоны НРБ. В ней заявитель просит принять меры и выплатить им заработанные трудом и потом деньги в полном объеме. Лиза Газдиева просит весь медперсонал здесь и сейчас рассказать о своей проблеме. Уважаемые коллеги, вот ничего, никого не стесняясь, если кто-то из вас ущемлен, получил зарплату незаслуженно меньше, чем, скажем, в прошлые месяцы, я вас попрошу по одному подняться, просто открыто, честно, прозрачно в этом признаться. Многие собравшиеся в этом зале впервые слышат о таком обращении. Практически каждый из них работает с апреля месяца в красной зоне. По их словам, все необходимые выплаты они получают в срок. Зарплату нам вовремя выдают. Отпускные, даже мне дали отпуск. Потом я даже не знала, у меня добавочное начисление пришло. Я позвонила бухгалтеру и говорю, откуда эти сверхденьги ко мне пришли. Она говорит, это зарема, говорит, вам положено. Даже вот я абсолютно не знаю, никаких проблем нету с выплатами, все у нас нормально. Если уже разбираться, то делать это необходимо детально, считают в Минздраве. На встречу пригласили и расчетного бухгалтера. Она отмечает, что заработную плату в связи с празднованием Ид-аль-Адха было выплачено еще 30 июля. К ней с жалобой на неправильное начисление денежных средств никто не приходил. Что же касается так называемых путинских выплат, то их только готовят к начислению. У нас таких случаев не было, чтобы люди не подходили, когда спрашивали, чтобы мы не отвечали, чтобы не разъясняли. Выплаты, которые им положены по зарплате, по отпускным, они получили. По тем выплатам, по ковидовским выплатам, по путинским, отпускные им ничего не выплатили. Эти выплаты будут сегодня в течение дня. Эти федеральные выплаты, на них выделяются отдельные деньги. Мы дали заявку предварительно. И сегодня мы их доначислили, эти суммы они сегодня в течение дня получат. Словом, обращение анонимного заявителя буквально на глазах рассыпается, как карточный домик. Никто эту информацию о недочисленных деньгах подтвердить не может. У нас выплат вовремя бывает, и зарплата. Даже в данное время, в этом месяце на выплату 29-го выделили. Я не знаю, как можно жаловаться, когда вот так по-человеку к тебе относится главврач. Я работаю с 1 дня в ковиде, работаю с 1 апреля там работаю. И с 1 апреля у меня выплаты вовремя были. И аванс был, и дополнительно были, все вовремя было. За ковиде ахчатол мудата раста, стимулирующий мадан тхом. Зарплата вовремя, Помимо прочего, собравшиеся сотрудники НРБ отмечают, что в WhatsApp у них есть группы, где они могут задать главврачу или ее заместителям интересующие их вопросы. Как отметила Лиза Газдиева, такие вопросы необходимо разбирать практически сразу же на местах. И неважно, это анонимное обращение или же под него подписались люди. Только так и можно выяснить истину происходящего. Проведена беседа, и в процессе разбора выяснено, что жалоба
не имела основания под собой. Но тем не менее, я думаю, что мы должны провести документальный разбор, и в ближайшее время мы представим информацию. Также в том обращении было написано, что главврач больницы Зарема Анташкиева находится в отпуске, а исполняет обязанности ее заместитель. Как выяснилось, это заявление также не имело под собой никакого основания. Выплаты у нас здесь выплачиваются, и они проходят через несколько инстанций. Первое – это табель заполняется старшей медсестрой отделения. Потом проверяет заведующий отделение. Это внутренний контроль. Мы знаем, что каждый заведующий отделение, они отслеживают своих медицинских работников, кто находится на рабочем месте, кто отсутствует. После всего они поступают ко мне на стол. Я сама тоже проверяю. После только моей проверки они идут на оплату в бухгалтерию. Но если даже получается, что какой-то человеческий фактор, что-то недоплатили, люди заходят и в бухгалтерию. Теперь у нас бухгалтерия уже находится на территории нашей больницы. Могут зайти ко мне. Мы с удовольствием подходим к этому вопросу, потому что люди трудятся именно в красной зоне. Это очень сложная работа. И ни один человек в нашей больнице, чтобы он недополучил свою оплату, такого случая не было. Также в этой жалобе они написали, что главный врач в профотпуске. Я выполняю свои функциональные обязанности, нахожусь на своем рабочем месте, и все мои заместители тоже находятся на своих рабочих местах. Жалоба не обоснована. В заключение встречи замминистра здравоохранения Лиза Газдиева дала поручение доводить до каждого сотрудника Назрановской районной больницы информацию об их заработной плате, а также при необходимости выслушать и разъяснять каждому работнику спорные вопросы касательно выплат президента страны. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Сегодня для всех участников ЕГЭ стартовали дополнительные дни сдачи. Они будут проходить еще 5, 7 и 8 августа. И рассчитаны для выпускников, не сдавших государственный экзамен в основной и резервный период по уважительным причинам. В 406-м пункте, открытом на базе 6-й Назрановской школы, 20 участников сдавали экзамены по биологии, истории и устной части иностранных языков. Как и в основной период сдачи, все меры безопасности и защиты от коронавируса строго соблюдены. Сегодня кто-то из, участников, кому-то станет плохо, да, там, вот, через, медпункт, если, соответственно, врач подтвердит, напишет акт, то им дается еще, еще один дополнительный день. Это, скорее всего, 8 числа, последний день у нас. Для дополнительной сдачи в регионе открыт один пункт. Проверить прозрачность сдачи проведения экзамена. Туда приехал и член Совета Федерации от Ингушетии, председатель Государственной экзаменационной комиссии Мухарбек Барахоев. Сегодня те же требования, что и раньше, и тот же процесс организации проведения единого государственного экзамена. Это соблюдение всех мер безопасности, ну и, естественно, меры наблюдения, контроля. Безусловно, если брать предыдущие годы, намного уменьшилось число нарушений. Это говорит о том, что все те, кто задействован в проведении экзамена, подошли ответственно. Это прежде всего, конечно, руководители самих учебных организаций, то есть директора школ. Это и хорошая организация всех вот этих моментов комиссией и Министерством образования и науки Республики. Поэтому, естественно, главное понимание детей, что главным помощником в период сдачи ЕГЭ является знание. Новую школу на 720 мест возводят в Насыркорте. Строительство ведется по нацпроекту образования. В просторном здании сейчас идут отделочные и внутренние работы. В проектные сроки укладываются. Диана Дударова расскажет о новых условиях в общеобразовательном учреждении и когда планируется его открытие. К строительству новой школы в Насыркорте приступили в июне 2019-го и за 1 год возвели 3 этажа современного образовательного учреждения. Подрядчик планировал сдать объект досрочно. Правда, этим планам помешала пандемия. Тем не менее, Альма-Матер, рассчитанная на 720 мест, сможет принять своих учеников уже в декабре. Этому способствует бесперебойное отлаженное строительство на участке. Работы одновременно ведутся по всему периметру объекта. Задействовано более 70 человек. Продолжается отделка фасада. Она завершилась уже на 70%. А стены 2 этажей, предварительно отштукатуренные, озарились белым цветом. Маляры сейчас наносят 2-й слой шпаклевки. В конце августа, если до
Укладку кафельной плитки начали с пищеблока и столовой, где совсем скоро проголодавшиеся ученики смогут подкрепиться вкусными обедами. А это 3-й этаж здания. Здесь еще необходимо отштукатурить стены. Эту работу планируют завершить до того, как сюда доберутся маляры и кафельщики. Сразу после завершения внутренних работ приступят к проведению отопления. Особое внимание уделяется и безопасности детей. Здесь предусмотрена пожарная сигнализация, 7 аварийных выходов, а ближе к завершению строительства установят видеонаблюдение. Также не останется в стороне и вопрос благоустройства дворовой и прилегающей территории. Дорожки, спортплощадки, тротуары и дорога вокруг пожарная, вокруг здания. Озеленение есть, парковка есть. По словам подрядчика, если не считать несколько месяцев самоизоляции, помех в процессе строительства не возникло. Правда, были жители, которые недовольны тем, что для местных детей отвели слишком большую земельную площадь. Однако, вопреки их протестам, здание все-таки возвели. Строится школа по нацпроекту образования. В ней предусмотрят все условия не только для получения знаний, но и комфортного времяпрепровождения. Просторные аудитории, собственные лаборатории, компьютерные классы, гардеробные, спортивные залы. А чтобы все соответствовало стандартам, регулярно следит технадзор. Подрядчику у нас претензии были по забивке пазу вокруг здания, укладке грунта. Также замечания были по вязке арматурной сетки при монолитных работах. Но при первых замечаниях подрядчик реагировал, и замечания были устранены в срок. Необходимость в новой школе на Сыркорте назрела давно. Все общеобразовательные учреждения села загружены. Помимо двухсменки, в каждом классе обучается более 30 человек. И, скорее всего, это будут жители улиц Насыркортская, Могушкова, Цветочная, Весенняя, Почтовая, Гарибек-Хаджи, Школьная, Богатырева, Чехиева и Халмурзиева. И это не единственный социально значимый объект, который возводят по линии национального проекта образования. Школы на 720 мест построят в городах Карбулак, Сунжа, в сельских поселениях Средние Очелуки, Яндри, Барсуки и Кажева, Инарки, Троицкая, Верхние Очелуки и 3 школы в городе Назрань. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. В регионе реализуют программу комплексного развития сельских поселений. Она призвана в существенной мере улучшить качество жизни людей. Проект предполагает не только строительство социально значимых объектов, но и мест для досуга, как, например, в Плиеве. О реализации программы подробно расскажет наш корреспондент. Плиева Алодин Аздоев живет с 1959 года, и как общественник, радеющий за благополучие родного поселения, он не раз поднимал вопрос, чтобы здесь появились различные зоны отдыха для детей и молодежи. Ведь дети должны быть чем-то заняты. Молодежь, она любит скверики, парки. Примерно молодые ребята любят заниматься, в футбол поиграть. По словам главы администрации, совсем скоро в селе появятся новые места, где молодежь сможет проводить свой досуг. А кроме этого, в селе запланировано строительство различных образовательных и социальных учреждений. Все в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских поселений». Планируется в этом году, буквально в августе месяц уже, постройку стадиона, мини-стадион, потом воркаут-площадка, тротуары, освещение, благоустройство родника, строительство МПЦ, музея и тоже мини-стадион там планируется у нас. Создать комфортные условия во всех сельских поселениях региона – одна из приоритетных задач властей республики. На это как раз и нацелена госпрограмма комплексного развития сельских поселений. Реализуется она Минсельхозом страны еще с мая прошлого года. Она пришла на смену федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В регионе реализовывать программу начали в этом году. Минсельхозом России были внесены такие изменения, что реализация вот этих мероприятий по развитию села имеет специфику подхода комплексно. То есть сейчас заявка с муниципалитета сельского поселения предоставляется на все объекты социальной и инженерной инфраструктуры, которые нужны этому селу. Это и строительство в селе объектов образования, школ, детских садов, здравоохранения, ФАПов, больниц, культурных учреждений, развитие инженерной инфраструктуры, газа и водоснабжения, в том числе и бурение скважин и установка резервуаров, реконструкция дорог. Чтобы принять участие в программе, важна активная позиция самих сельчан. Допустим, люди хотят проложить по своей улице водопроводную сеть. То есть это актуально для нас, это очень нужные моменты, особенно в районе новостроек. И им нужно принять участие в этом. То есть они должны заявиться, прийти в администрацию, привлечь какие-то собственные средства, желательно на разработку проектно-сметной документации
И уже в соответствии в комплексе этих мероприятий вместе с администрацией попробовать заявиться в Минсельхоз. Обязательно по всем объектам, которые необходимы в селе, должны провести публичные слушания жителями и главами администрации. Свои предложения они представят Минсельхозу региона. Насколько эта программа эффективна, уже оценили жители селения Вежерьюрт. В прошлом году селение включили в проект. В этом году в сельском поселении Вежери мы начали строительство детского сада, фельдшерско-акушерского пункта, спортивной, многофункциональной спортивной площадки, ремонт здания школы, которая достаточно в ветхом состоянии находилась, прокладка водопроводных сетей, приобретение транспорта для Дома культуры. То есть это комплекс таких мероприятий, которые существенно изменят, я думаю, в лучшую сторону жизнь жителей сельского поселения Вежери. Новые детские спортивные площадки, скверы, парки и другие зоны отдыха. Такими объектами теперь будут радовать жителей не только города, а села. Дополнительно в рамках программы реализуется еще один проект по благоустройству сельских территорий. Его суть – предоставление грантовой поддержки инициативам местных жителей в размере 1 миллиона рублей. Тут важно привлечь и внебюджетные средства в размере 30% от общей суммы. Вы хотите сделать детскую игровую площадку в зоне, где вы живете? Допустим, она стоит 1 миллион рублей. 300 тысяч вы привлекаете сами, 700 тысяч мы вам в рамках нашей программы при успешном отборе федеральным органам власти мы вам предоставляем господдержку на 700 тысяч рублей. Проект по благоустройству сельских территорий уже дал свои плоды в различных поселениях региона. Облагорожен родник Хаурхаст в Джайракском районе. Родник при въезде в Галашки мы сделали тоже по местным инициативам с оказанием господдержки. Внутри села Галашки также один родник благоустраивается. Построены несколько детских игровых площадок. В Канташево, в Плиево, в Икажево была детская площадка. Ранее реализованные мероприятия. То есть, что я хочу этим сказать? Что данные мероприятия действительно дают результат. При активном участии граждан можно получить хороший результат. Это лишь несколько проектов, реализация которых запланирована в рамках комплексного развития сельских поселений. Цель программы в первую очередь создать благоприятные условия для жизни сельчан. Госпрограмму реализуют до 2025 года. Дана Плиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Как правильно выбрать направление проектной деятельности в регионах СКФО? Какие вызовы и актуальные социальные задачи стоят перед молодежью округа? Эти и многие другие вопросы обсудили на просветительских вебинарах и практических сессиях, организованных для участников Северокавказского молодежного онлайн-форума «Машук-2020». В течение 2 дней, 1 и 2 августа, в образовательных мероприятиях приняли участие более 6,5 тысяч молодых людей со всех регионов страны. 220 из них представители нашей республики. Готовили ребят 12 экспертов форума. Ключевое внимание они уделили работе в карьерной мастерской. Она включает в себя не только совершенствование профессиональных навыков в отдельных направлениях деятельности. Это уникальная возможность для каждого участника проявить себя и сделать весомый шаг в своей будущей карьере. В рамках вебинара была организована и пич-сессия. Там участники протестировали формат публичных выступлений в дистанционном формате. Эксперты также дали ребятам полезные советы по подготовке к защите проектов на форуме. В новой школе в Канташеве прошел день открытых дверей, которые гостеприимно распахнулись для маленьких жителей села и их родителей. Образовательное учреждение откроется с начала этого года, но уже сейчас его будущие воспитанники смогли ознакомиться с условиями и возможностями своего, можно сказать, второго дома. Репортаж Даны Плиевой. Этой маленькой страной, полной чудес и приключений, 12-летняя Белла называет свою будущую школу. Новый учебный год она в статусе шестиклассницы начнет в этих стенах. Сюда девочка перейдет из 2-й Канташевской школы. Здесь очень уютно, красиво. Отличается от твоей старой школы? Да. Чем? Ну, столовая большая, а в 2-й школе была маленькая. Администрация заведения наглядно показывает родителям, где будут учиться их дети. На день открытых дверей Белла пришла с тетей и дошколятами. В новую школу они пойдут только через пару лет, после выпуска из детского сада. Очень уютная, очень удобная, большая, то, что нам нравится. Есть детская площадка, очень светлая.
Рядом с дорогой, но очень удобно. Через дорогу прошли, и уже наша школа. Школьная пора – одна из самых запоминающихся в жизни любого. А наполнить ее веселыми, познавательными, яркими моментами – основная задача педсостава. Штат учителей уже укомплектован. В числе работников и опытные педагоги и те, кто только познает азы учительской деятельности. Впервые мир химии детям будет открывать Хава Дударова. У меня есть такое волнение, я как будто в полете, у меня так много идей и планов. Детям надо еще и показывать, практическую часть устраивать, не только вот теория чисто. У нас многие школы просто приходят и объясняют просто по учебнику. Нет, это не так, потому что химия – это вот весь окружающий мир – это химия. Насколько увлекательна химия, Хава показала гостям на нескольких опытах. К примеру, с помощью соды и уксуса и моющего средства можно легко надуть воздушный шарик или сделать мини-вулкан в домашних условиях. Добавляем немножко воды. Гости заглянули в другие классы, а во дворе спортивные детские площадки тестируют дети. И убедились, школа, построенная по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», соответствует всем стандартам. Правда, открытие здесь ждали еще в 2018 году, но сроки перенесли из-за неоснащенности объекта. Благодаря вмешательству главы республики, Министерству образования были выделены средства на приобретение ученической мебели для укомплектования пищеблока, медицинского блока. Вот поэтому этот процесс мы уже завершили, прошли. Учительской мебелью школа полностью укомплектована. Сейчас учащихся встречают оснащенные всем необходимым учебные и компьютерные классы, пищеблоки и медкабинеты. Просторный актовый зал, где дети будут оттачивать свои музыкальные и танцевальные навыки. Разнообразить учебные будни внеурочной деятельностью, интеллектуальные баталии совсем скоро развернутся в шахматном кружке. А здесь юные мастерицы смогут научиться рукоделию у Айсеты Курскиевой. Это у меня, это мозаика, там, может, несложная работа, но это девочки делают 4-5 класс. Вот девочка 5 класс, а вот это уже 9 класс. Они уже более старшие, и у них опыта уже чуть больше. Трехэтажное здание, рассчитанное на 540 учащихся, поможет разгрузить 3 других школы в селе. А для некоторых, как Розы Евлоевой, новая Альма-Матер находится рядом с домом. Сюда из первой школы в сентябре перейдут 3 ее детей. Мы очень долго ждали, поскольку мы ходили очень далеко, было нам ездить в первую школу. Школа первая тоже хорошая, но добираться было тяжело. Поэтому очень рада, очень светлая школа, просторная. До погружения в увлекательный мир знаний уже в стенах новой школы учащимся остался только месяц. Дана Плиева, Магомед Аскиев, Новости 24. Сегодня на мемориале памяти и славы прошла встреча ветеранов-десантников. Воинов воздушно-десантной пехоты наградили медалями и орденами за боевые заслуги. Мероприятие приурочено к минувшему дню ВДВ. Подробности у Хавы Гагиевой. Долг, честь, мужество и непреодолимое желание защищать Родину – 4 важных качества, которые сформировали дух Магомеда Бузуркиева. Его военный путь начался в далеком 1975 году в Германии, потом Афганистан, Чечня. Сейчас он ветеран воздушно-десантных войск. Позади тяжелые времена, однако о своем выборе ни разу не пожалел. Воздушно-десантные войска – это элитные, считались и считаются элитными войсками. И туда принимаются служить только отважные, смелые ребята. Белый парашют и красная звезда. Не узнать флаг воздушно-десантных войск нельзя. Ветеранов голубых беретов, некогда служившие бок о бок, собрались сегодня на мемориале памяти и славы, чтобы отдать дань памяти и уважения погибшим. Впрочем, явление это ежегодное, однако сегодня подкреплено оно приятным сюрпризом. Для наших ветеранов было отправлено с Москвы 23 юбилейных медалей военно-десантных войск 90-летия за подписью генерала-полковника Сердюкова, Героя России. Вот сегодня вручили медали юбилейные, плюс еще 4 медали были от Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, медаль ветерана боевых действий. История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года. Тогда на учения военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности. Сегодня ВДВ – род войск вооруженных сил Российской Федерации, предназначенный для выполнения задач по захвату и
уничтожению наземных элементов, высокоточного оружия и множество других задач. Этот час, как небо окрестило нас, давай за нас, за ВДВ и за спецназ. Мы свято помним этот час, как небо окрестило нас, давай за нас, за ВДВ и за спецназ. Сильный и смелый, стать десантником мечтает чуть ли не каждый мальчишка. Это не просто хорошо обученный солдат, это идеальный боец, способный справиться практически с любыми трудностями на войне и в борьбе с террористами. Ну а глядя на ингушских десантников, нельзя сказать никак иначе. К слову, поздравляют с праздником и юноармейцы. Ребята подготовили для них яркие номера. По моему мнению, ВДВшники, помимо того, что обладать большой физической силой, они еще должны быть морально крепки, так как их работа очень сложна. На сегодняшнем мероприятии я узнал много десантников, которые поразили меня своим геройствами и так далее. У многих были травмы, у кого-то нет ноги, кто-то незрячий. Это герои нашей Ингушетии. Голубые береты при любых обстоятельствах неизменно оставались надежной силой. Ветераны вспоминают свои боевые дни, поздравляют друг друга с юбилеем и отшучиваются, что десантники бывшими не бывают. Во все времена воинам крылатой пехоты доставали самые сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи, с которыми они справлялись на ура. Благодаря мужеству и храбрости этих людей сегодня спасена не одна жизнь. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Ингушские профессиональные боксеры примут участие в международном турнире Cold Wars, который пройдет в Минске. В главным рейтинговым боям готовятся Али Измайлов, Альберт Хамхоев и Исмаил Илиев. Сегодня прошло взвешивание и битва взглядов. Али Измайлов, имя которое у ингушской молодежи ассоциируется прежде всего с профессиональным боксом и зрелищными представлениями на ринге. Наш боксер буквально ворвался в профессиональный спорт и всего за год добился немалых успехов. Техника бойца неординарная. Для веса 80 килограмм Али очень вынослив и быстр, а врожденная физическая мощь придает его быстрым джебом нокаутирующую силу. Хорошая кардио и реакция – результат изнурительных тренировок. Спокойно, полшага вперед, Измайлов уже на своей дистанции начинает, конечно, бить. 3 победы из 3, рекорд которым могут похвастаться лишь единицы. Как правило, Али в бою не церемонится и сразу обрушивает на соперника всю мощь своего бойцовского арсенала. Если с первыми соперниками проблем не возникло, то крайний бой с Сергеем Якимовым выдался жарким и богатым на события. В этом году он ждал на противоположной части ринга Лоуренса Асуеки, непобежденного британского боксера, профессионала, участника Олимпийских игр в любителях, чемпион Европы по версии EBU в первом тяжелом весе. Но из-за эпид-ситуации и закрытой границы оппонент Али поменялся на Евгения Махтиенко. Это уже не первый раз, когда соперник нашего профессионального боксера меняется. Евгений Чехский, боец, на счету у которого 11 побед и 4 поражения. Поменяли соперника, отреагировал абсолютно спокойно, поскольку это такой вид спорта, здесь любой может получить травму, ты или твой оппонент. Поэтому, да, конечно, было бы хорошо, если соперника не поменяли, поскольку мы готовились к нему, сделали акцент именно на этом сопернике. И поменялся, ничего страшного, будем идти дальше. У Альберта Хамхоева схожая ситуация. Из-за коронавируса оппонент был заменен. Ему предстоит встретиться с Павлом Семеновым, у которого налаженная техника боя. Своей высокой выносливости тот выжимает силы врага, а в конце добивает. Альберт же имеет врожденные и благоприятные для бокса физические параметры. Обладает высокой скоростью и реализует ее в атаках при помощи своей реакции. Чтобы зрителям не было скучно, он провоцирует своего оппонента. Идет иногда на неоправданный риск. При допущении ошибок справляется с ситуацией, не имеет определенного стиля игры, может адаптироваться под любого соперника, что дает ему фору на арене. А агрессивный вид эмоционально давит на оппонента. Пару психологических нагрузок и в ход идет техника. Бой с Павлом обещает быть зрелищным. От своего оппонента Семенова я ожидаю силовой бокс, так как он силового уровня боксер, ростом намного ниже, чем я, на 10 сантиметров, кажется. Вот такой силовой боксер, который будет стараться навязывать свое, а я, естественно, буду держать его на дистанции, на расстоянии, обстреливать его джебами на дистанции и более такой техничный, красивый бокс показать.
Оба наших спортсмена проведут 8-раундовые рейтинговые поединки. А главным событием вечера бокса станет бой Исмаила Илиева с 31-летним британцем Асеней Байфолдом, дебютировавшим на профессиональном ринге в апреле 2015 года. Исмаил Илиев имеет четкую тактику. Его стиль нацелен на агрессию, доминирование в сетке, наносит меткие удары по цели, зажимая врага в углу. В последнем бою его оппонент Курбанов сказал: «Это был очень жесткий бой. Впервые у меня 3 сечки на голове. Обычно максимум синяк. По итогу я не был уверен на 100% в том, что победа моя, но я рад. Это было его первое поражение решением судей. Вопрос был спорным. За Исмаилом 12 побед, и 3 из них он одержал нокаутом. 1 поражение и 1 ничья». Со сгонкой веса особо никаких проблем не было. Сбросили, сделали вес. Поединком готовы, конечно, процентов на 85-90 готовы. Покажем красивый, зрелищный бокс. Обрадуем вас победами. Все 3 профессиональных боксера после длительного застоя вновь собираются надеть перчатки. Из-за карантинных мер и закрытых спортзалов им приходилось тренироваться в тяжелых условиях в горах, где нагрузка на тело при меньших подходах увеличивается в разы. Уже 4 августа за боем смогут наблюдать все желающие. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Новости 24. Капризы погоды терпит весь Северный Кавказ. Зной и засуха резко сменяются дождями и сильным ветром. Коротко о климатических особенностях, последствиях перепадов, также прогнозах расскажет Зелимхан Калоев. Назрань после ливня переживала настоящий потоп на дорогах. Движение в некоторых местах оказалось почти парализованным, но автомобили все плыли. Сильные дожди затопили целые улицы. Казалось, без лодки не выйти и жителям Альтиева. У природы, как оказалось, есть плохая погода. На этот раз все обошлось без особых эксцессов. Но это только цветочки по сравнению с тем, что творилось в регионе месяц назад. Тогда стихия разбушевалась совсем не на шутку. Крышу Гамурзиевской школы ветер опрокинул мгновенно. Та же картина и в некоторых многоквартирных домах. По некоторым улицам было просто не проехать. А те, кто все-таки пытался, застряли в луже, словно в зыбучих песках. Перед сильным ветром не устояли даже многолетние деревья. Их снесло на корню. Гигантский ущерб в гигантском саду. Одно из самых крупных сельхозпредприятий в СКФО не устояло перед стихией. Последствия урагана и града оставили невосполнимый отпечаток на фруктовых полях сада «Гигант Ингушетия». Урожая в этом году ждать не стоит. Деревья в пагубном состоянии. Аграрии подсчитывают многомиллионные убытки. Забыть пришлось и про первый урожай винограда, который планировали собрать в этом году. Метаморфозы погоды не только в Ингушетии. Накануне селевые потоки в горных районах Дагестана нанесли большой ущерб местному населению, разрушив дома, линии электропередач. Люди остались без воды и отрезанными от окружающего мира. Дороги смыты. Настоящий разгул стихии испытали на себе и жители нескольких населенных пунктов Карачаево-Черкесии. В ауле Эркен-Юрт Ногайского района ливневый дождь и шквалистый ветер частично повредили кровли местной школы, детского сада и дома культуры, а также десятков жилых домов. А на Ставрополе сильный ветер ударил по Кочубеевскому району. Без света временно остались жители 10 территорий. В станице Беломечетской сорвало кровлю со зданий школы, ДК и нескольких частных домов. Весь день там устраняли последствия стихии. Последствия непогоды, впрочем, ликвидируют сразу в нескольких регионах России. В Иркутской области более 4000 человек остались без света. Мощный ветер и гроза привели к авариям на сетях. В Краснодарском крае после ливней настоящий потоп на дорогах. Похожая картина в Рязани. Кировская область до сих пор приходит в себя после смерча, а в европейскую часть России наконец возвращается лето. Август обещает быть теплым, а вот преподнесет ли он климатические сюрпризы, пока гадать рано. Актуальный прогноз погоды доступен только на неделю. Стоит ожидать жаркую погоду в августе. Но пока у нас прогноз штормовый. Действовал до 3 числа, он не оправдывается. Пока информации такой у нас нет по данному прогнозу. Что у нас ожидается. В МЧС советуют хоть раз в день проверять прогноз погоды и серьезнее относиться к своевременным предупреждениям синоптиков. Зелимхан Калоев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.